Здравствуйте! В эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне с вами Юлия Аппел. Сегодня в программе. В Киеве обсуждают законопроект о децентрализации. На востоке Украины снова стреляют. США и Куба восстановили дипломатические отношения после 50-летнего перерыва. Грузинский врач и поэт стремится к звездам. Начинаем с новостей из Праги. Сергей, вам слово. Спасибо, Юлия. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. И начинаем с Украины. В минувшие выходные ситуация в зоне боевых действий обострилась. В Донецке гремели взрывы. Силы украинской армии и боевики непризнанной ДНР обвиняют друг друга. Обстрел произошел на фоне призыва так называемых народных республик отвести вооружение калибром менее 100 мм от линии разграничения. Пострадал и пригород Донецка, Авдеевка. Погибли 3 человека. Корреспондент программы «Настоящее время» на Донбассе Екатерина Малафеева. Это здание, с одной стороны, практически разрушено. Однако в доме до сих пор живут люди. Остаются они здесь только потому, что им просто некуда уйти. Сергей пришел утром, чтобы убрать следы разрушений. Он показывает нам свою квартиру на 3-м этаже, у которой полностью вылетел балкон, и жалуется, что восстанавливать придется за свои деньги. Дом был разбит процентов на 25 до сегодняшнего обстрела. Сегодня ему где-то процентов 40 еще добавили. Даже было такое попадание, пролет сквозной, что на той стороне, со стороны подъездов, был пожар. Мы поднимаемся выше, на 8-й этаж, в квартиру, где утром погибла женщина с 21-летним внуком-инвалидом. Скорая помощь приезжать в район обстрелов отказывается. Вместо нее функции по оказанию первой помощи берут на себя украинские военные. Все жители собрались внизу, она на костыле, она не могла сюда прийти своими ногами, то есть сносить ее было бесполезно. Мы предполагали, что будет повторный обстрел. Но она сказала: все, мы остаемся здесь, все нормально. Залевский показывает фото погибшего мальчика под завалами. Кровь осталась на месте, где он был найден. И чувствуешь чувство вины перед мирным населением, что ты не можешь применить адекватный ответный удар. По словам местных жителей, в здании рядом с разрушенным домом расположились украинские военные. А уже уезжая из Авдеевки, мы заметили спрятанный среди деревьев танк. Всего в метре от жилого дома. Екатерина Малафеева, «Настоящее время», Авдеевка. И другие темы. История с Марией Гайдар, готовой влиться в команду Михаила Саакашвили, получает продолжение. Представление российского политика на должность заместителя губернатора Одесской области вызывает неоднозначную реакцию. Около десятка человек пикетируют сегодня здание облгосадминистрации, требуя провести открытый конкурс на должность. Некоторые украинские СМИ при этом ставят под сомнение незаангажированность такого пикета. И пока в Одессе немногочисленно митингуют, сама Гайдар дает пресс-конференцию в Киеве, где отвечает на вопросы о войне в Украине и своем российском гражданстве. Что касается гражданства, то, естественно, я буду следовать украинским законам. И вообще я хочу сказать, что если вдруг какие-то будут проблемы, какие-то противоречия здесь, то я точно не хочу быть какой-то точкой раздора для кого-то или точкой каких-то конфликтов. Я готова работать в команде в любом качестве, хоть в качестве, я это говорила Михаилу, хоть в качестве советника, хоть в качестве волонтера, хоть в качестве человека, который работает в каком-то агентстве. А так, конечно же, я буду следовать украинским законам. Отмечу ранее, в интервью украинскому телеканалу 24 Мария Гайдар назвала фактом войну России в Украине. Россия воюет с Украиной. Это факт. Там есть военные, российские военные, они там гибнут. Там есть военная техника, есть переговоры мирные об отводе вооружений. Поэтому это факт. Понимаете, это факт. Тут нечего говорить, тут нет никакого вопроса. Эта война есть. Я не знаю, может быть, тех людей, которые смотрят исключительно российское телевидение, этой войны нету. Но для меня то, что эта война есть, это абсолютный факт. На возможность назначения Марии Гайдар на должность в Украине отреагировали и в России. В конкурсной комиссии по предоставлению грантов потребовали лишить фонд Гайдар социальный запрос президентского гранта. Впрочем, к этому моменту фонд от денег отказался самостоятельно. Что любопытно, готовность Гайдар работать в Украине раскритиковал и ее бывший руководитель, губернатор Кировской области Никита Белых. Переходить на работу к людям, отношение которых к нашей стране и нашему народу известно и является резко негативным, воспринимается как противопоставление себя не просто власти, но и всем россиянам.
В Украине на территории Львовской области начались масштабные международные военные учения. В них принимают участие около 2000 солдат и офицеров из 18 стран, в том числе и Соединенных Штатов, Великобритании, Польши, Болгарии, Грузии и Литвы. Представители каждой страны прибыли в Украину со своим оружием и своей техникой. Меж тем, учения в стране не только профессиональных военных. В Украине открываются все больше курсов для молодежи. Занятия проводят приехавшие с войны бойцы. На добровольных началах они учат не только ориентации на местности, но и стрельбе, разминированию и даже аэроразведке. На одном из таких занятий побывала и корреспондент программы «Настоящее время». 18-летний Александр учится оказывать первую помощь на поле боя и уводить раненых из-под обстрела. Я сюда пришел, потому что хочу, так сказать, попробовать свои силы. Но не только попробовать свои силы, еще и научиться как боевой тактике, так еще как минимум физической подготовке. Потому что, знаете, в моей школе меня этому не учили вообще. Единственное, что нам дали, это рожок перезаряжать. Александр признается, пока боевая подготовка ему дается с трудом. Здесь каждый относится к себе критично. Как говорят инструкторы, только так можно выжить на войне. 17-летняя Владислава пытается постичь навыки стрельбы из винтовок. Есть желание защищать Украину, служить Украине. Мама поддерживает, но она прокуратура, офисная работа. А меня не очень тянет на офисную. Таких бесплатных обучающих курсов только в Киеве около десятка. Кроме стрельбы и разминирования, вернувшиеся с войны инструктора проводят учения по ориентации на местности и психологической подготовке. Все занятия практические. Мы учим людей по адаптированным программам вооруженных сил украинской армии. Программы программами, но волонтеры жалуются. Ни поддержки, ни контроля от государства за работой таких курсов ждать не приходится. Желающим постичь боевое дело помогает и Общество содействия обороне Украины, ОСОУ. В советские времена известное как ДОСААФ. Но там другие условия. Стрелять или оказывать первую медицинскую помощь учат не бесплатно. Именно ОСОУ негласно поощряет государство. На самом деле по подготовке летчиков там есть программа, которая утверждена Министерством обороны, и это был тендер, который мы выиграли, объявленный Министерством. А вот волонтерские организации в тендерах не участвуют, поскольку даже не знают об их проведении, жалуются нашей программе добровольцы. Но несмотря на все трудности, количество желающих учиться боевому делу растет с каждым месяцем. Дарья Кудрявцева, Ирина Кононенко. Настоящее время. Киев. В украинском сегменте интернета набирает популярность флешмоб спасателей из разных областей страны. Пожарные показывают, в каких условиях им приходится работать каждый день. В сеть выкладывают и кадры образцово-показательной части, куда обычно водят журналистов, и видео из тех частей, где человека с камерой не ждут. Не боятся спасатели ни гнева начальства, ни увольнения. Признаются, так больше работать просто нельзя. Юлия Дрозд. Смотрите, вот это форма, которую выдало мне государство. Значит, это боевая одежда начальника караула. Это видео выложили пожарные из Запорожья. Подобные съемки о положении дел в частях и плачевном состоянии техники опубликовали в интернете и их коллеги из Харькова, Полтавы и других регионов. Вот такие у нас лежат костюмы, это такие, как вы видели, да? Тушили нефтебазу, вот они лежат. Маски побитые. То есть в случае выезда, опять же, тут все порвано внутри. Пожарные жалуются, все настолько устарело, что порой они не могут доехать на место происшествия. Командир одной из пожарных частей столицы рассказывает, что даже высушить мокрую одежду – проблема. Как у нас сушится боевая одежда, к сожалению, труб, по которым бы шло тепло, излучало, соответственно, обогрев, у нас нет. Но есть и пожарные части, в которых все хорошо. Их мало, но именно их показывают журналистам. Исправные автомобили, рабочая техника, комфортные условия проживания для служащих, много грамот и наград. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям при этом признает, что 80% пожарной техники страны подлежит списанию. Да, у нас є проблеми. І проблем дуже багато. Але навіть та техніка. Да, у нас есть проблемы, и проблем очень много, но даже техника, которая сейчас находится на вооружении, поддерживается в исправном состоянии. Мы всегда принимаем решение о поддержании надлежащего состояния техники. В этом году выделено 200 миллионов гривен, чтобы мы могли купить новую пожарную технику. Пока чиновники оправдываются, сами спасатели их обещаниям не верят и продолжают выкладывать свои ролики в сеть. Юлия Дрозд, Ирина Кононенко. Настоящее время. Киев.
Пришло время эфира из Вашингтона. Наши коллеги следят за решением международной группы по иранской ядерной программе. Текст соответствующего соглашения Госдепартамент США передал в Конгресс. Юлия, ждем подробностей. Да, Сергей, это так. Совместный комплексный план действий сейчас находится в Конгрессе. У законодателей есть 60 дней на изучение документов, в течение которых они могут одобрить либо отвергнуть его голосование. Президент Обама объявил, что наложит вето на любые попытки Конгресса сорвать эту инициативу. Между тем, сегодня Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию о снятии международных санкций в отношении Ирана в обмен на гарантии, что Тегеран не будет развивать свой ядерный потенциал. Сегодня США и Куба полностью восстановили дипломатические отношения. После 50-летнего перерыва в Вашингтоне и Гаване открыты посольства двух стран. У кубинской дипломатической миссии находится наш корреспондент Роман Мамонов. Буквально пару минут остается до официальной церемонии поднятия кубинского флага. Специально для этого события во дворе дипмиссии установили даже новый флагшток, которого здесь никогда не было. Из Гаваны впервые за десятилетие в Вашингтон прилетел министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилли и достаточно обширная делегация. Конечно, здесь дежурит больше сотни журналистов. Отмечу, что это скорее символическое, нежели официальное событие. Каких-то формальных юридических требований о поднятии флага не существует. Как уточнили в Госдепартаменте США накануне, официальные дипломатические отношения считаются восстановленными с полуночи. Но очевидно, что такая церемония, конечно, важный символ в истории отношений США и Кубы. Сам особняк за моей спиной был построен в 1917 году. Здесь даже бывал Фидель Кастро в 1959. Спустя 2 года, в 1961-м, страны разорвали дипотношения, отозвали послов. В тот момент присматривать за зданием вызвалась братская Чехословакия. А в 1971-м, во время небольшого потепления во времена Картера, контроль над дипмиссией был формально передан нейтральной Швейцарии. А в здании открылась так называемая секция интересов Кубы при швейцарском посольстве. Такое же отделение интересов США открылось в Гаване, в бывшем посольстве Америки. Именно в таком статусе они и существовали последние 44 года. И сегодня Швейцария официально вернет здание Кубе. Сотрудники бывшей секции интересов получат статус полноценных дипломатических сотрудников. Будут сняты ограничения на их передвижение и работу. Ну а здесь на входе, собственно, уже поменяли табличку. Уже после церемонии здесь у посольства министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилли отправится в Госдепартамент на первые за полвека официальные переговоры глав внешнедипломатических ведомств США и Кубы здесь, в Вашингтоне. Госсекретарь Джон Керри сегодня в столице, в Гавану, на официальную церемонию открытия посольства США на Кубе. Он отправится в августе. Роман Мамонов, Анатолий Кашенко. Настоящее время от старого нового посольства Кубы в Вашингтоне. Россия. Эксперты отмечают, что информационная политика в стране имеет внутреннюю и внешнюю стратегию. Внутри усиливается цензура, повышается тон антиамериканской и антизападной пропаганды. За пределами страны пропаганда ведется не менее агрессивно. Что может сделать американское правительство, чтобы противостоять этому и помочь россиянам получить более широкий доступ к фактам о собственной стране и о мире? Ответ Тома Малиновского, помощника госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда, в интервью Фатиме Тлисовой. Меня не беспокоит российская пропаганда, нацеленная против Соединенных Штатов или Западной Европы. У нас есть место любым голосам. Мы можем бороться с ложью правдой. И у людей есть возможность увидеть разницу. Это небольшая проблема. Что меня действительно беспокоит, это то, что люди внутри России обречены на получение только односторонней информации в любой истории. Столько всего от них скрывают. Особенно трагично, когда среди того, что от них скрывают, к примеру, гибель российских солдат. Когда такая основополагающая важная информация скрывается правительством, чтобы люди не узнали, что их соседи, их сыновья, внуки, братья отправляются в чужую страну, возвращаются в пластиковых упаковках и хоронятся в тайных могилах, это трагичная ситуация. Вместе с тем, я не думаю, что в наше время правительство в состоянии полностью закрыть людям доступ к информации и правде. Существует интернет, и Россия не отрезана полностью от потока конкурирующей информации в сети. Как только информация становится известна одному человеку, она начинает распространяться дальше, из уст в уста. Что мы можем сделать? Это продолжать поддерживать независимых журналистов, блогеров, независимые издания, часто находящиеся за пределами России, но пытающиеся вещать в доступном для рядовых россиян формате.
Вопиющим нарушением международных законов называют США и Евросоюз аннексию Крыма России. Однако, отмечают политологи, западным союзникам необходимо регулярно анализировать свой подход к решению проблемы, чтобы сохранить прочность коалиции. В Кремле внимательно следят за ситуацией и пытаются использовать любые разногласия в НАТО. О сложностях и перспективах отношений Запада и России в материале Вадима Оленичева. Лидеры Большой Семерки и НАТО совершают большую ошибку, когда начинают искать быстрого решения проблемы с Россией. Быстрого и легкого решения не существует. Пока мы на Западе пытались нажать на кнопку перезагрузки наших отношений, Москва проводила модернизацию вооружений, предупреждают западные политологи. В то же время в руководстве Евросоюза понимают, что решение кризиса может быть только политическим и ни в коем случае не военным. Россия — это держава не регионального, а мирового значения, к тому же обладающая ядерным оружием. Хотим мы этого или нет, мы должны принимать в расчет интересы России в области безопасности. Но делать это, не принося в жертву наши собственные идеи и ценности. Единственный способ достичь нашей цели — это конструктивный диалог. В последнее время в попытках наладить контакт с Москвой Запад натолкнулся на внутренние проблемы. По оценкам исследовательского центра Pew, в то время как во Франции и Великобритании одобрительное отношение граждан к деятельности НАТО за последние 6 лет выросло, в Германии эта цифра упала чуть ли не в 1,5 раза – с 73 до 55%. В таких условиях лидерам становится все труднее договориться, как быть с Россией. Расхождение во взглядах наблюдается и в поисках решения украинского кризиса. Все больше американцев приветствуют идею военной помощи Украине. Что же касается европейцев, то они верят в дипломатию и хотят избежать новой войны любой ценой. Мы, европейцы, считаем недопустимым, чтобы одна из стран континента вторгалась в другую и занимала ее территории. И считаем бесчестным, когда кто-то сперва посылает своих солдат в Восточную Украину, а затем делает вид, что их там нет. Но я думаю, что Крым уже никогда не будет возвращен. Мне кажется, что исправить допущенную несправедливость — это в интересах России. И возвращение Крыма Украине вполне возможно. Многие эксперты сходятся во мнении, что Украина не должна превращаться в объект противостояния Запада и Востока. Наша проблема — это не Украина, а Россия, подчеркивают они. Да, для Кремля все международные договоры действуют только до тех пор, пока они его устраивают. Но не следует забывать, что единственный документ, который пока что подписали Россия и Украина, и который пока еще действует, это Минское соглашение, и нельзя его списывать со счетов. «Я не знаю ни одну страну, чьи власти готовы начать с Россией войну из-за Украины», сказал депутат парламента Германии Нильс Аннен. Это означает, что в распоряжении Запада остаются политические и дипломатические средства. Иначе говоря, нужно вести диалог с Россией. Остается только надеяться, что Москва проявит желание поддерживать этот диалог. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Дональд Трамп, строительный магнат и один из кандидатов в президенты США от республиканской партии, сообщил в воскресенье, что не намерен отказываться от своих комментариев в адрес сенатора Джона Маккейна. В субботу Трамп заявил, что Маккейн считается героем лишь потому, что попал в плен. Напомним, во время Вьетнамской войны Маккейн находился в плену в течение 5 лет, подвергался пыткам. Слова Трампа вызвали критику со стороны представителей обеих ведущих партий и официальных лиц. Тем временем, по результатам опросов, Трамп продолжает возглавлять список республиканских претендентов на номинацию. Может ли он стать единым кандидатом от республиканцев? Ответить на эти вопросы попытались Джим Малоун и Наташа Мозговая. Дональд Трамп взлетел в таблицах социологических опросов и собирает сторонников в огромном количестве, как здесь, в Аризоне. Я очень уважаю Мексику как страну, но наша проблема в том, что их лидеры намного умнее, сообразительнее и хитрее наших лидеров. И они убивают нас в пограничных вопросах, они убивают нас в торговле, они нас убивают. Поток обвинений в адрес нелегалов из уст Трампа вызвал протесты и гнев защитников прав иммигрантов. Он преступниками нас называет, он нас зовет насильниками, а мы не такие. Ярость, вызванная заявлениями магната, нашла отражение и вот в таких произведениях умельцев. Это фигурки Трампа. Но грубый стиль Трампа побеждает в среде консерваторов, считает аналитик республиканцев Скотт Фолкнер. Он настолько непредсказуем, что почти освежает. И думаю, поэтому он подскочил так высоко среди однопартийцев. Однако некоторые республиканские лидеры опасаются, что жесткая риторика Трампа навредит партии на выборах в следующем году. У него есть вот время сейчас, и, возможно, до Нью-Гэмпшира включительно, где он и будет в центре внимания. А он наслаждается, когда попадает на авансцену и попытается это удержать. Потому что может сказать такое, что всех взбудоражит. К лучшему это или к худшему. Может ли Трамп одержать победу? Эксперты сомневаются.
Он, конечно, хорошо известный кандидат, который сделал некоторые спорные заявления. На большой арене он получил некоторую поддержку, особенно по ряду вопросов, связанных с иммиграцией. Но я не думаю, что в итоге партия его выдвинет или он к этому даже приблизится. И все же подъем Трампа затмил остальных республиканских кандидатов, включая последнего из тех, кто вступил в борьбу – губернатора Висконсина Скотта Уокера. Европейская киноакадемия признала знаменитую Потемкинскую лестницу сокровищем европейской кинокультуры. Подробности у наших коллег в Праге. Сергей? Так и есть, Юлия. Одесская лестница стала одним из 5 киносокровищ. Памятные знаки планируют установить на фасаде дома в Лионе, где родились братья Люмьер, в кабинете музея Сергея Эйзенштейна в Москве, в центре Бергмана на шведском острове Фарё и в итальянском музее Мир Тонино Гуэрра. Из Одессы Всеволод Ананьев. Легендарный кадр с катящейся коляской во время сцены расстрела на Потемкинской лестнице нашел отражение в десятках кинолент и стал достоянием мирового кинематографа. Теперь же не только фильм Сергея Эйзенштейна, но и сама лестница превратилась в сокровище европейской кинокультуры. Памятную табличку торжественно открыли во время ежегодного международного кинофестиваля, проходящего в Одессе. Такими знаками планируют отметить всего 5 локаций. Мемориальный музей квартиры Эйзенштейна в Москве. Это центр Бергмана на острове Фарё в Швеции. Это мир Тонино Гуэрра в деревушке Пинабилу в Италии. И это дом-музей братьев Люмьер в Лионе. Мемориальная табличка Европейской киноакадемии пока установлена только в Украине и Швеции. Однако кино и реальная жизнь, как говорят в Одессе, 2 большие разницы. И события, развернувшиеся на Потемкинской лестнице, не стали исключением из этого правила. Знаменитой киношной сцены в действительности не было. Краеведы объясняют, во время исторического восстания на броненосце все лестницы, соединяющие город и мятежников в порту, были заблокированы. Но благодаря шедевру Эйзенштейна лестница обрела вторую жизнь. Ступени изначально строились из недолговечного песчаника. Даже из фильма видно, что он в плохом состоянии. Но поскольку фильм прославил лестницу и отчасти и город, тоже напомнил о его существовании, то началась реконструкция. Сегодня Потемкинская лестница не только одна из визитных карточек Одессы, но и своеобразный кинотеатр под открытым небом. Каждый год в рамках международного кинофестиваля на ступеньках проходит бесплатный киносеанс, рассчитанный на 15 тысяч зрителей. Всеволод Ананьев, Сергей Гончаренко. Настоящее время. Одесса. И далее у нас история о необычном человеке. Он во многом первый гражданин Грузии, который имеет шансы стать астронавтом, будучи при этом гинекологом по профессии. Арсен Гвинетадзе уже прошел специальные курсы в США и готовится отправиться на орбиту вслед за другими кандидатами-мечтателями Леонардо Ди Каприо и Джастином Бибером. Подробности у Зураба Двали. В малом зале театра Руставели аншлаг. Зал не может вместить всех желающих. Прекрасные дамы и милые девушки с каким-то особенным благоговением смотрят на своего кумира. А он и не популярный артист, и даже неизвестный путешественник, хотя в фойе театра выставлены его фотографии, сделанные в экзотических странах. Арсен Гвинетадзе – известный в Грузии врач-гинеколог, доктор медицинских наук. Но у ведущего специалиста страны по искусственному оплодотворению одна давняя и, казалось бы, неожиданная для человека столь земной профессии мечта – полететь в космос, к далеким галактикам, став, по сути, первым грузинским астронавтом. Перешагнув 50-летний рубеж, Арсен Гвинетадзе оставил на время клинику. И в октябре прошлого года в США прошел специальные курсы подготовки астронавтов компании Virgin Galactic. Я первый гражданин Грузии, который прошел вот этот курс Futures Astronaut. Астронавты будущего называются. Осуществление этих полетов вместе с грузинским врачом ждут и такие известные люди, как Леонардо Ди Каприо, Анджелина Джоли, Эштон Катчер, Джастин Бибер и многие другие. Стоимость полета обходится в $250 тысяч. Но разве у мечты есть цена? Бесплатный бывает только сыр, да и в мишеловке. Бесплатно в жизни ничего нет. 6 лет назад, справившись с тяжелым заболеванием, когда казалось шансов никаких, известный грузинский врач для себя решил: смог победить рак, смогу и все остальное. Если я, родившийся в Кибуле, обычный человек, мог это сделать, стал врачом, педагогом, профессором университета, перенес рак, могу полететь в космос,
значит, другие тоже могут. Значит, невозможное не существует. Так что если кому-то из грузин и суждено взглянуть на Землю с космоса, шутит Арсен Гвинетадзе, то этим грузином будет он. Ведь в Грузии официальный сертификат на подобный полет есть только у него. Зураб Дуали, Гога Чкони и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время». Программу продолжит эфир из Вашингтона. Наши коллеги подготовили материал о бизнесе, который в США открывают иммигранты. Оказывается, каждая четвертая бизнес-инициатива – это дело выходцев из других стран. Юлия. Да, Сергей, это при том, что иммигранты составляют лишь 13% населения Соединенных Штатов. Такой интерес к бизнесу объясняют тем, что иммигрантам, которые зачастую бросают все в поисках новых возможностей и новой жизни, свойственно рисковать. А каким делом интересуются те, кто приехал в Америку из России и Украины, рассказывает Ануша Витисян. Улыбка на $124 миллиона. Шутили журналисты, когда в 2008 году Александр Овечкин подписал с Вашингтон Capitals первый контракт в истории НХЛ, превышающий $100 миллионов. За этим громким контрактом, по словам Овечкина, имя крутого юриста Дмитрия Дубограева. Дмитрий, теперь бизнесмен с юридическим образованием, приехал в Соединенные Штаты в 1989 году по программе студенческого обмена. Он 7 лет проработал на такие крупные юридические фирмы, как Philip Morris, Food Lion и Lukoil. 11 сентября 2001 года жизнь Дмитрия изменилась. Так получилось, что я был в самолете 11 сентября, подлетал к Нью-Йорку. Ну и какие-то, скажем, моральные, может быть, там толчки произошли. И я в понедельник, когда вернулся, значит, из нашего самолета был один из первых, который приземлился после террористического акта. Ну, в понедельник я подал заявление об уходе. В октябре 2001 года Дмитрий создал юридическую фирму с русским акцентом Femida.us. Теперь в его компании работают 12 человек. Они помогают иммигрантам в США открыть свой бизнес и обеспечивают юридическую защиту новым компаниям. Русский человек, он понимает, как зарабатывать деньги, но он очень плохо понимает, как защищать себя и как защищаться. Игнорирование закона, контрактов и все остальное – это подписание контракта в бане. Это самая большая, скажем так, ахиллесова пята от русского человека. Иммигрантам такая помощь нужна как никому другому. В последнее время, говорит Дмитрий, больше людей стало переезжать из России и Украины в США. Непредсказуемость экономической системы России ударяет по стабильности многих бизнесменов. И в поисках запасного аэродрома они открывают бизнес за рубежом. Иммигранты с постсоветского пространства в основном проявляют интерес к высокотехнологичным интернет-проектам. Однако есть и те, кто занимается экспортом, к примеру, алкогольных напитков или чая. Отношение российского правительства к бизнесу, оно непонятно. С одной стороны, они говорят, что люди уезжают, с другой стороны, в практических законах, применении и всем остальном нет ни одного шага, который бы реально повлиял бы на развитие бизнеса внутри России. Дмитрий Дубограев, любитель хоккея, говорит, что от удачно заключенной сделки он получает столько же адреналина, сколько от удачной игры на льду. И по его словам, новое поколение иммигрантов – максималисты. Их интересует не только доход, но и высота поставленной цели. Ануша Витисян, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Вашингтон. Ливневые дожди обрушились на Южную Калифорнию за минувшие сутки. К востоку от Лос-Анджелеса дороги оказались повреждены многочисленными селевыми потоками. Некоторые районы затоплены. На скоростной трассе, соединяющей Лос-Анджелес и Феникс, штат Аризона, в результате ливней обрушился мост. Под завалами оказался грузовик, однако водителя удалось спасти. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами. До завтра. Мы же благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.